Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В Якутии реализуется комплекс региональных мер поддержки участникам специальной военной операции и их близким. Это не просто цифры, это реальная помощь участникам специальной военной операции, а также семьям, ждущим своих героев домой. Об этом мы сегодня поговорим. У нас сегодня в гостях первый заместитель министра труда и социального развития Республики Саха-Якутия Альбина Трубина. Альбина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с того, что вообще что включает в себя вообще комплексное сопровождение участников СВО, их семей в республике, и какие ведомства и учреждения вообще задействованы в поддержке. Уже с начала проведения специальной военной операции в республике проводится большая работа, предоставляются региональные меры поддержки, и на сегодня уже 46 региональных мер поддержки и 9 базовых муниципальных мер для участников специальной военной операции и членов их семей. Ну и, конечно, следует отметить, что проводится комплексная реабилитация участников специальной военной операции и их семей, в которых задействованы различные органы исполнительной власти и подведомственные учреждения. Да, это не только речь о медицинской, например, реабилитации или социальной реабилитации. Это, конечно же, услуги адаптации, это содействие в трудоустройстве, занятости, обучению, профобучению. То есть это комплекс мер и услуг. И в связи с этим в развитии в апреле текущего года было принято постановление правительства Республики Саха-Якутия уже о комплексном сопровождении участников специальной военной операции и членов их семей. И одним из координирующих основных органов является Межведомственная комиссия по мерам поддержки участников специальной военной операции, членов их семей при правительстве Республики Саха-Якутия. И, конечно же, по сопровождению участников наших ветеранов боевых действий является филиал Фонд защитники Отечества в Республике Саха-Якутия, который разрабатывает индивидуальные программы комплексного сопровождения и, соответственно, в зависимости от жизненной ситуации включает мероприятия и выдает задания для органов исполнительной власти, для учреждений, которые уже являются исполнителями этой программы. И уже на местах, также во всех районах созданы комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, которые уже конкретно работают, в том числе и с семьями, тоже рассматривают индивидуально каждую жизненную ситуацию, разрабатывают индивидуальные программы комплексного сопровождения. Данным постановлением утверждены ответственные органы исполнительной власти, их 10 на сегодня. Это основные, я назову, это Министерство здравоохранения, Министерство труда и социального развития, Госкомитет занятости, конечно же, Министерство спорта, культуры и другие ведомства. И также определен перечень учреждений, которые ответственны за реализацию мер поддержки и услуг. И хочу также отметить, что в рамках комплексного сопровождения определены основные блоки, базовые, скажем так, меры и услуги. Это, например, здоровье, то есть содержащие медицинскую помощь, медицинские услуги, медицинскую реабилитацию. Это, конечно, профилактика здоровья. Далее один из основных блоков – это меры социальной поддержки. Это не только, допустим, поддержка со стороны социальной защиты, допустим, социальная газификация, социальный контракт, материальная помощь различная. Здесь, конечно, еще и меры по образованию, по линии образования. Например, если ребенку требуется, поступил ребенок участника СВО, например, в СУС, в ВУЗ, и требуется специальная стипендия, либо ребенка нужно перевести в другую школу, или бесплатное питание в образовательных организациях, это тоже является мерой поддержки. И другие ведомства также, конечно, включены в эту систему. Кроме того, есть блок, тоже немаловажный, это адаптация. Адаптация и интеграция в трудовую деятельность, содействие занятости и трудоустройства, обучение, переобучение в целях того, чтобы трудоустроиться на желаемую работу. Адаптация также включает в себя, если ветеран боевых действий, например, получил инвалидность вследствие боевой травмы, требуется адаптация жилья. Соответственно, здесь подключается и Фонд защитники Отечества, и орган местного самоуправления. И также может быть адаптировано рабочее место, здесь уже занятость подключается. То есть это большая межведомственная работа. Кроме того, включен блок по социальному обслуживанию. Здесь, конечно, уже по нуждаемости. Социальное обслуживание предоставляется как на дому, так и в стационарной, полустационарной формах.
И одним из основных блоков также является проактивное информирование по необходимым мерам поддержки и услуг, конечно же, да, в зависимости от жизненной ситуации семьи участника специальной военной операции. И цель комплексного сопровождения – это, конечно же, оказать всестороннюю поддержку семье участника специальной военной операции при межличностном взаимодействии. Вот как мы знаем, еще же есть одна из популярных мер поддержки — социальный контракт. Расскажите, пожалуйста, сколько вообще семей, участников СВО получили на сегодняшний день такую поддержку? Может быть, есть еще и яркий пример, который можно будет привести из этого направления? Да, социальный контракт действительно такой эффективный, скажем так, механизм, да, поддержки. И в этом году уже были внесены изменения. Для ветеранов боевых действий, которые уже завершили свою военную службу, да, уже вернулись домой, для них есть отдельная программа в рамках, да, госсоцпомощи на основании социального контракта именно по направлению индивидуальная предпринимательская деятельность. То есть для ветеранов боевых действий, которые вернулись домой и состоят на учете по безработице, либо являются ищущими работу, при рекомендации филиала Госфонда «Защитники Отечества» без требований, без оценки среднедушевых денежных доходов предоставляется госсоцпомощь на основании социального контракта в размере до 500 тысяч рублей в зависимости от бизнес-плана, от мероприятия бизнес-плана, также от мероприятия программы социальной адаптации. И, соответственно, если ветеран боевых действий еще имеет инвалидность первой либо второй группы, то он может предоставить свое право супруге. И супруга тоже может получить социальный контракт, но ей тоже нужно будет встать на учет по безработице, либо в качестве ищущего работу, да, на портале «Работа в России». И, соответственно, данное заявление будет рассмотрено. На сегодня уже именно по этой программе, да, с начала 2026 года 116 участников специальной военной операции, членов их семей воспользовались данной мерой поддержки на сумму более 38 миллионов рублей. Да. И если мы говорим в целом, начиная с 2022 года, у нас уже более 870 участников специальной военной операции и членов их семей воспользовались данной мерой поддержки. А что вот насчет социальной реабилитации? Как вообще? Пример. Можно я пример расскажу? Да? Вы говорили яркий пример. Да, я все-таки, наверное, приведу пример Надежды Егоровой. Почему ее? Потому что это буквально недавно, 30 июня, 1 июля проходил форум «Женщин Севера», второй форум, который проводился в Москве и был организован Советом Федерации совместно с Минвосток развития России. И наша Надежда Егорова из Усалданского района, она супруга участника специальной военной операции, многодетная мама, представила свой успешный опыт реализации госсоцпомощи на основании социального контракта. Как она реализовала свой талант, можно сказать, да? Она, значит, воспользовалась поддержкой в 2023 году по направлению индивидуальная предпринимательская деятельность. Открыла свое швейное ателье. На сегодня это, можно сказать, семейный бизнес, то есть и детки ее, и супруг ей помогает, да, и она вдохновила своим примером, да, других женщин. Следует отметить, что на форуме 28 регионов Российской Федерации принимали участие. И, конечно, у нее очень много планов, она очень идейная, и, конечно же, мы очень рады за нее. Ну, так сказать, из таланта в прибыль, да, вот я надеюсь, у многих тоже получится также реализовать такой социальный контракт. А что насчет социальной реабилитации, как раз таки, как она организована вообще для ветеранов боевых действий? Конечно, социальная реабилитация практически с самого начала проведения специальной военной операции проводится в наших подведомственных учреждениях. Это реабилитационные центры, у нас самые крупные, конечно, находятся в городе Якутске, в городе Нерюнгри, также у нас действуют в Нюрбинском районе, в Алекминском районе, комплексные центры в Амгинском, Оленёкском и Среднеколымском районах. Да. В самом начале мы, конечно, разрабатывали эти программы самостоятельно, то есть, получается, на своем собственном опыте, перенимая опыт также других субъектов Российской Федерации. Да. Но в дальнейшем, конечно, уже все это оттачивалось, развивалось.
уже рекомендации федеральные появились и так далее, да, и, конечно же, эти программы совершенствуются, в том числе за счет запроса, да, самих участников специальной военной операции и членов их семей. Очень отрадно, что не только, значит, наши учреждения, то есть внутри наших учреждений услуги получают, но также подключены к системе социальной реабилитации учреждения культуры, учреждения спорта, да, то есть это тоже немаловажно. Некоммерческие организации также подключены, поэтому мы всех, конечно, благодарим, и это тоже межведомственная работа. И хочу сказать, что в рамках реабилитации, конечно, самое важное — это психологическая помощь и поддержка, да. И в том числе в рамках реабилитации проводится работа также и по консультированию, информированию, по необходимым мерам поддержки, да, которые им полагаются. Также проводится в том числе и сопровождение, да, в части, допустим, содействия, например, на постановку на учет в центре занятости, да. И следует также отметить уже в развитии вот этой темы нашу работу нашего республиканского техникума-интерната, где проводится профобучение, переобучение, работа профориентационная в том числе, да, где наши ветераны боевых действий и члены семьи проходят обучение, и далее им оказывается еще содействие в трудоустройстве. Да. Таких из популярных, скажем так, направлений — это, конечно, обучение цифровым технологиям, да, прежде всего это разработка сайтов, дизайна. А если мы говорим о рабочих профессиях, это повар, швея, да, тоже являются популярными, обувщик, кстати, тоже. И на сегодня уже 733 участников специальной военной операции, членов их семей, прошли профориентационную работу и профобучение, и 3290 прошли реабилитацию. Ну, я сейчас говорю и об участниках, и о членах их семей. Поэтому эта работа, конечно, развивается и продолжается. Альбина Владимировна, ну и кратко, наверное, да, компенсация за санаторно-курортное лечение, как вообще ее получить, и вот сколько родителей уже получили эту меру поддержки? В цифрах, да. Хорошо. Да, санаторно-курортное лечение для родителей, и не только родителей, но и опекунов, да, участников специальной военной операции. Данная мера поддержки предоставляется один раз в 3 года. Значит, размер не более 60 тысяч рублей. Можно как авансирование получить, так и компенсацию. Да. Если это авансирование, то сначала 80%, и потом уже по факту. Да, в санаторно-курортных организациях, которые в ведении Республики Саха-Якутия, в том числе Бесчак, да, в городе Москва, да, если это компенсация, можно в любой организации пройти, да, в Российской Федерации, и, соответственно, самыми такими направлениями популярными являются, кроме Бесчагды в городе Москва, да, это Новосибирская область, Алтайский край, Краснодарский край, да, и на сегодня уже 1031 родитель получили данную меру поддержки. Спасибо, Альбина Владимировна, что сегодня к нам пришли. Действительно важная информация. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в дальнейших эфирах.